hem faydalı. И сянмесус, херматы дуслар! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня мы находимся в Мамадышском районе. Вы спросите, почему ночью? Да потому что именно в это время суток можно увидеть самую главную достопримечательность города Мамадыш – поющие фонтаны. Sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Сказочная ночь фонтанов сменилась не менее сказочным утром. На той же набережной нас встретили маленькие феи и принцы. Вы заметили фрегат со звучным именем Арабелла? Так вот, нам туда. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы сегодня находимся в городе Мамадыш, и я представляю нашего гостя, начальник Мамадышской почты Фаяз Габдрахманов. Исянмесез. Исянмесез. Салям, Руслан, салям. Фаяз, я даже не знаю, за какой подарок схватиться. Хазер. Расскажите, с чем пришли к нам? Руслан, я с такими прекрасными подарками пришел, Руслан. Вы знаете, вот примите знак благодарности нашу эмблему мамадышскую. Эксклюзивную Да, бейсболку. и шапку. Я, Руслан, наверное, примерю быстренько. Опа, как мне? очень Идет? красиво, очень идет вам. Руслан, примите вот такие спасские мамадышские яблоки, которые у нас очень много растут. Они очень вкусные, красивые. Ну, сейчас как раз конец августа, сезон яблок. А это неотменный такой прекрасный подарок. Руслан, посмотри-ка. Вот это мед. Это мамадышский мед. Нигде такого нет. Главное, Руслан, в Мамадыше почти в республике 30% меда мы выращиваем, мы производим. То есть можно сказать с гордостью, что гордостью. республику обеспечивает медом конкретно Мамадыш. Да. Мамадышский муниципальный район находится на севере Республики Татарстан, в 167 километрах от Казани. Естественной границей района на востоке является река Вятка, на западе – река Кама. Районный центр – город Мамадыш. Древнее булгарское поселение в окрестностях Мамадыша появилось в начале XII века. С конца 16 столетия в письменных источниках появляется слово «Мамадыш», а с 1781 года по указу императрицы Екатерины II село Мамадыш было возведено в ранг уездного города. Мамадышский район является многонациональным. Здесь в дружбе и согласии проживают представители разных народов и разных конфессий – татары, русские, удмурты, марийцы, чуваши и башкиры. Фаяз Абыр, еще раз большое спасибо за подарки. И скажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Руслан, мамадышский народ гостеприимный. Сегодня я хочу представить вам такой два блюда татарские с татарской Сразу кухни. два? Сразу Да, то, два что принимать блюда. умеете. И первый, и второй, значит. Первый у меня называется суп из баранины, с салмой называется. Суп из баранины с салмой, значит, быстро приготавливается. Поэтому, значит, мы сначала будем быккан, шага быккана будем делать. Это чуть-чуть, значит, подольше. А мы бульон уже приготовили, она уже кипит. То есть первое блюдо, Да, значит, у нас будет суп, второе пирожки, можно сказать. Да, пирожки, быккан будет.
У меня, значит, тесто готовое. Вот пресное тесто. Я начну, значит, маленький, значит, вот немножко сейчас Муки. муки. Ну, чуть-чуть. бисмилляй, мы начинаем Бисмилля готовить рахман рахим. бекены сначала. Итак, Так. И тесто, значит, сюда. Сейчас мы маленькие куски, значит, кружочки, значит, делаем. Сейчас вот, бисмилля рахман рахим. Файзабы, скажите, пожалуйста, вот несколько слов о городе Мамадыш. Когда образовалось здесь вот первое поселение? Город Мамадыш давно, он, 230 лет Мамадышу, больше 230 лет. Мамадыш очень прекрасный исторический городок. Очень много у нас красивых достопримечательных мест у нас. Природа у нас очень хорошая. Через нас протекает, значит, река Вятка. Через нас протекает, значит, Кама. Очень много лугов, очень много у нас, 1/3 нашего района занимает, значит, леса. Но главное, я считаю, наше богатство, наш народ. Это люди. Это люди. У нас живут, значит, очень много национальностей. Татары, русские, удмурты, марийцы и другие национальности. Живем, значит, очень дружно. Вы наверняка вчера вот... Я знал, значит, интересовался, вчера приехали. Наверное, посетили нашу набережную. Набережная. Мы, кстати, на ней сейчас и находимся. Да, набережная, значит, одна из достопримечательностей нашего района. Это будет вот это первая часть только. В дальнейшем планируется это еще раз расширять. То есть набережная здесь будет еще больше? Еще больше будет. Это очень любимое место нашего. Кроме этого, очень много у нас парков. Вы заметите, наверное, в городе везде тротуары, везде цветы, везде газоны, значит, везде чистота, везде порядок. Ну, кроме того, я хочу сказать, дорогие друзья, что мамадышцы, они очень скромные. Вот Фаяз хвалит город, но не сказал, что Мамадыш занял первое место в России среди малых городов по красоте и чистоте. До 100 Мы вас тысяч. поздравляем, молодцы. Спасибо большое, Так огромное. держать. Мы к этому радуемся и гордимся. Мы не только вот первые в 2013 году, и до этого такие призовые места заняли и по республике, и по России, вторые, третьи места заняли. А в прошлом году вот такая еще приятная победа. Мы заняли первое место. Так, мы продолжаем готовить бекен. Лук я мелко порезал. Сейчас осталось мне порезать быстренько картошечку. Субпродукты У вас готовы. прекрасно получается, Так, можно я оказывается. покажу? Вот такая лепешечка получается. В принципе, из него и будет изготовлен следующий бекен. Сейчас мы это все быстренько сделаем. Так, Файза, продолжайте. Ага, Их пока еще. можно складывать здесь. Пока я буду сюда складывать. Файзаба, есть у меня один небольшой вопрос. На вашем гербе изображен серп и колосье хлеба здесь, да? Вот что это значит? Что Мамадыш — это сельскохозяйственный район номер 1? Мамадышский район, основное сельскохозяйственное направление. У нас успешно работают все фермерские хозяйства. Вот у меня второе, значит, уже готовое. Сейчас мы вот. Столько хорошего мы сегодня узнали. То есть мед у вас есть, сельское хозяйство на высшем уровне. Продолжайте. Что еще хорошего здесь есть? Ну, кроме этого, не только сельским хозяйством занимаемся, у нас и промышленность есть. У нас ведь спиртовый завод есть, который более 100 лет, который основан Щербаковым, значит. Основные промышленные отрасли Мамадышского района расположены в райцентре. Некоторые из них появились еще в первой половине XIX века. Так, в 1883 году вырос мощный по своему времени винокуренный спиртовый завод Корнелия Щербакова. Кстати, вода для изготовления продукции завода бралась из специального ключа за городом. Она подводилась прямо к цеху по деревянным трубам длиной более 200 верст. Сейчас это одно из крупнейших предприятий республики. В 1936 году закладывается основа Мамадышского сыро-маслодельного комбината. Он считается одним из самых крупных в республике. За год производит свыше 2200 тонн различных сыров, сливочное масло, молочный сахар, казеин, сметану, творог, молоко и другие молочные продукты. Самое крупное предприятие в строительной отрасли – Заостройсервис, Мамадышский кирпичный завод. За год вырабатывает 10 миллионов штук кирпича. Недавно была открыта новая линия по производству керамического кирпича. Так, Фаязабы, у нас все готово для начинки, и мы смешиваем сейчас лук, картошку и субпродукты. Все правильно? Да. Вы контролируете меня? Хорошо. Фаязабы, расскажите, пожалуйста, какие известные личности нашей республики родились в Мамадышском районе? Мамадышский район гордится своими земляками и выходцами, которые у нас родились и выросли. У нас очень много таких знаменитых людей.
Я про одну династию, только про тех людей вот говорил бы. У нас Ярулины родились, композиторы. Нет, наверное, в мире такого. Из одной деревни вышли 3 великих композиторов. Это один Загидулла Ярулин, старший отец. Это Фарита Ярулина, Эмир Саита Ярулина, Загидулла Ярулина, который написал Марш Тукая, который это символ нашей республики, можно сказать даже. А второй, значит, Фарид Ярулин, его сын Загидулла Ярулина написал балет «Шурале». Это всемирный, значит, известный балет. Попробуем сейчас собрать один бекен сразу. А третий сын Мирсаид многие годы возглавлял Союз композиторов. Он профессор. Немножко еще добавим? Еще чуть-чуть. Еще добавим. Пусть вкуснее будет. А сейчас вот это загибаем. Вот так аккуратно. Так. Вот. И так, все прекрасно получается. Такое ощущение, что вы не на почте работаете, а в ресторане каком-то. Дорогие друзья, браво! Я уверен, что это еще и будет вкусно. Ярулины вот выросли, значит, в одной малой Суни называется. Мамадыши они родились. Потом учились, значит, в Казани и стали вот великими такими людьми. И для них создан музей у них, значит, малых Сунях. Мамадыши дом искусства в честь Ярулиных называется Дом искусства Ярулиных. Таких знаменитых людей у нас очень много писателей, артистов, которые выходцы из нашего района. Так, пока вы рассказываете, я попробую. Давайте один бекен сам сделаю. Один будет, давайте. эти 2 мамадышские, один казанский будет. У вас лучше получается, оказывается, чем у меня. Вы не первый раз, наверное, делаете. Ну, Руслан-то. я столько пирожков налепил за свою жизнь. Ну, молодцы, молодцы. У нас вот очень интересно, даже поучительно для истории. Есть деревня Албаева. Из одной деревни наверняка такая редкость. 5 героев войны, Великой Великой Отечественной войны и гражданской войны и социалистического труда. Вот 5 из одной деревни вышли. Руслан, еще один секрет остался, оказывается. Вот немножко косички, вот как красиво у нас получился. Вот вместе вот. Ну, сейчас сделали. мы придали уже Еще вообще вот очень красиво. Надо еще вот чуть-чуть похоже, что на полумесяц, что вот Ну, нужно бекен, загибать. он от Надо. татарского слова бекляган, то есть бекляган. настоящий бекен должен быть полумесяцем. Так, сейчас Сейчас мы вот противень, замажем, значит, да, смажем подсолнечным маслом. Так, и и закладываем аккуратно. так. Еще одну. Так, давайте вот так, чтобы красиво было, чтобы все поместилось. Итак, сейчас мы отправляем наши мамадышские бекены в печку на 30-40 минут. Да, скоро Ну, будет готово. Да, если мужчина голодный, можно уже через 25 минут кушать. Дорогие друзья, мы по-прежнему в Мамадышском районе. Мы здесь сегодня готовим 2 замечательных блюда. Это бекены, которые мы уже отправили в печку. И на второй у нас суп. Суп из баранины с салмой называется. Это тоже прекрасное блюдо из татарской кухни. Так, мы сейчас об этом блюде обязательно поговорим. Только, вы знаете, я же не люблю с пустыми руками стоять в своей программе. Дайте мне какое-нибудь задание. Руслан, чтобы вот приготовить суп из баранины с салмой, мы бульон, значит, уже поставили. Тебе я попрошу, значит, от тебя морковь резать, значит, кружочками. Так. И лук, значит, кружочками. Я пока буду приготовить салму. Для салмы, значит, нужно, значит, приготовить тесто надо. Тесто, значит, должно делать из разных пшеничной муки можно делать, из гречневой муки можно, из гороха, значит, муки можно. Но сегодня будем из пшеничной муки высшего сорта будем делать. Так. Для этого начинаем, значит, нужен, значит, желток. Вот мы берем желток, значит, 3 штучки. 3 штучки, значит, берем. Сейчас нужно вот добавить, значит, муку. Вот перемешивать надо. Все, чтобы- медленно перемешиваем. Да, не торопимся, конечно. Файза, вот расскажите нашим зрителям, что такое вообще салма? Салма – это по-татарски чисто, вот если признаваться, салабас. Вот это типа То есть кладем. кладем это. Ну, сам вид, значит, мы покажем сейчас это, похоже на ушки маленькие, из теста сделанные. Но раньше салма назывался умаш. По старинке, значит, по старинному. Ну, кстати, у нас в Нурлатском районе и называли умачаша. Умаш делали. Это по-современному, побыстрее, которое делается салмой-то.
Вот. Сейчас это я тесто приготовлю. И когда у вас все это готово будет, все это сами видите. У меня вот тесто уже почти готово. Ну, тесто, кстати, для салмы очень готовится быстро. Как для лапши, значит, это лапшу. Для лапши готовим ведь? Вот однородный почти. Позвольте мне поменяемся. Пожалуйста. Вот сейчас Пожалуйста, Руслан. Так. Вы отправьте, значит, крышка бульон. горячая. Бульон горячий, да? Все это по рецепту делаем мы. У нас должен получаться. Бисмилля это добавляем. Пожалуйста. Так. Запах какой прекрасный, да? Замечательный бульон. Замечательный, замечательный. Поэтому Получается. расскажите, пожалуйста, вот есть какие-то блюда характерные только для Мамадышского района, вот татарской кухни? Ну, у нас из бурай делают очень много вот, блюд. Бурай-аши делают. Особенно вкусно получается бурай-балиши. Это из полба называется по-другому так ведь. Это последние годы начали выращивать. У нас очень много выращивают. И в других соседних районах выращивают. Полба, кстати, она вот на много лет была забыта на самом деле и в татарской кухне, и в других кухнях, но сейчас возвращается. У нас бульончик кипит, туда мы положили морковь, лук, его посолили, и там же у нас вкусная баранина. Сейчас нужно приготовить салму. Так, это самое интересное. Да, самое интересное. Вот такими маленькими, значит, я маленькие кусочки я возьму. Вот так. Давайте я, кстати, буду повторять за Я вами. такие кружочки вот это делаю так. И вот так руками вот маленькими отрезаю. И вот посмотрите. Очень просто на самом деле. Да, немножко вот руками вот давить надо. И вот форма, значит, ушки, значит, получается. Попробую. Да, у вас тоже получается. Получилось? И у меня получается, и у вас получается. Очень прекрасно. Жители города Мамадыш недавно, 23 августа, отметили День города. Какие вот еще большие такие праздники проходят здесь в районе? Наш народ умеет работать, умеет отдыхать, и умеет праздновать. У нас очень много праздников. Один из праздников, я вот считал, самым большим праздником Петров день Сабантуй. Это у нас не только в нашем районе. Сабантуй. Да, Петров Сабантуй. Это не только, значит, сначала районного масштаба было. Сначала Албаю только провели, потом, значит, на новом месте с Дюрией, значит, сюда приезжает очень много гостей. Это обычай, чуть-чуть отличие в том, это вечером проводится, начинается вечером. То есть ночной Сабантуй. Ночной Сабантуй. Ну, главные атрибуты Сабантуя, все это принимаются, но главное внимание обращается на фольклор, на традиции тех народов, которые, например, у кряшин татар, у татар, значит, и других национальностей. Все это сочетается, очень прекрасный Сабантуй получается. Какие дни он проходит? Обычно на Петрова Сабантуй проводим. Это 12 или 13, как совпадает уж. Беккен с субпродуктами. Ищак беккены. Для начинки взяли заранее подготовленные субпродукты. Ищак. Пропустили с луком через мясорубку. Добавили мелко нарезанный картофель, репчатый лук, соль, перец. Тщательно перемешали. Пресное тесто разделили на кусочки и раскатали в виде лепешек. Выложили на лепешку начинку, краешки заделали зубчиками и придали беккену форму полумесяца. Выложили беккены на противень, смазанный растительным маслом, и запекли в духовке 40 минут. Готовые беккены полили растопленным сливочным маслом. Салма у нас почти готова. Так, Сейчас так, это ну були- вот так все получается, очень красиво. Мне кажется, даже вот, например, если вы хотите накормить маленьких детей, это блюдо будет очень интересным. Так? Положим. И 2-3 минуты, значит, кипятим. Почти у нас суп готов будет. Итак, подождем 5 минут и попробуем сразу два блюда. И суп, и мамадышские беккены. Салмалы аш. Для салмы замесили тесто, как для лапши. Готовое тесто разрезали на полоски и раскатали в жгутики. Жгутик разорвали на маленькие кусочки и придали форму ушка. В бульон из баранины положили нарезанные полукольцами лук и морковь. Незадолго до готовности положили салму, поварили 2-3 минуты. Готовую салму подали с кусочками баранины. Фаяз Абай, наконец-то настал тот момент, это самый любимый момент, мне кажется, у всех, кто любит принимать гостей, когда мы начинаем кушать, пробовать наши блюда. А немножко зелень добавим, да? Так, это вам. Немножко зелень добавим. Руслан, я воспользуюсь моментом. Большое спасибо вам, что вот эта передача снимается у нас. Мы очень благодарны.
Ну и чем мы очень благодарны своей главе Анатолию Петровичу. Дали возможность вот снимать эту передачу в нашем районе. Мы вообще к нему очень благодарны, потому что не только как глава, его команда для народа очень много делает, много получается, что вот Мамадыш район преобразуется благодаря ему, Ну, мне его кажется, команде. здесь секрет в том, что и глава влюблен в район, и жители влюблены в район. И все они вместе работают на благо Мамадышского района. Все правильно, Как и мы правильно. сегодня. Очень вкусно, Действительно. классно получился это. Вот в такую погоду очень легкий супчик, потому что здесь картошки нет, ничего лишнего нет, только мясо и бульон. Что еще нужно настоящему джигиту татарскому? Да. А татарскому джигиту еще нужен беккен. Поэтому давайте попробуем беккен, Файза. Хорошо. Мамадышский беккен впервые в жизни. М-м-м. Очень вкусно. Файза Бейсазия, Бигзур Ахмед, вам большое спасибо за то, что приготовили для нас такие замечательные Бигзур блюда. Ахмед, Спасибо. большое спасибо. Всему вашему мамадышскому народу. И отдельно хочется сказать спасибо. Мы сегодня, дорогие друзья, готовили на том самом известном мамадышском корабле. И на палубе этого корабля очень красиво развиваются сразу три флага. Это российский флаг Республики Татарстан и флаг с гербом Мамадышского района. Здесь очень красиво и, кстати, очень вкусно. Будете мамадыши, как говорится, милости просим. Приезжайте еще раз в гости. Я еще раз хочу сказать большое спасибо всем, кто нас здесь тепло очень встречал в Мамадышском районе. У вас красиво, современно и очень уютно. Бигзур Ахмед, обязательно приедем еще раз. Ага. Это была программа «Секреты татарской кухни». У нас всегда вкусно. Пока. Сау было, Бигзур достар. Ахмед. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.